Сохранить колорит и культуру чеченцев – это уже задача не только отдельно взятого из нации, это уже один из элементов национальной политики. На сохранность фундаментальных ценностей ориентированы республиканские программы, инициированные президентом Рамзаном Кадыровым. Впрочем, проявления развернутой национальной политики уже проступают в реалиях нашей жизни. Говорят, сколько существует цивилизация, столько существует и мода. Она бывает разной. Одеваться стильно человечество любило истори, но всякий потенциальный покупатель или посетитель ателье сообщал продавцу или портному свои вкусы. Мода со временем стала отображать не только стилистические тенденции, но и ни много ни мало моральные аспекты жизни того или иного общества. А в нашем регионе это вопрос чрезвычайной важности. Национальные особенности должны четко прослеживаться и в деталях одежды в том числе. Это ведь визитная карточка самого понятия чеченская ментальность. Испокон веков славившиеся своей высокой нравственностью и предельным аскетизмом в выборе деталей гардероба, предки чеченцев сегодня, наверное, бы, мягко говоря, недоумевали бы, глядя на вкусы и предпочтения молодежи. Это стало даже государственной важности проблемой целого региона, в котором борьба за сохранение и спасение национальной идентичности приобрела не меньший характер, чем другие сферы жизнедеятельности. Это ведь не всегда все равно, что и как носить. دوحل بوسر بدينتي يجي ويديش ليلين يول مودا تهان ليش دينا خز أزد غلق وق دوش ليل بوش دات إحش أزد إح دوخر دوش شرقتي بوسر بدينت ونوخش عيدلت يوش ليشر إنش ليلوش يجا زدبيرش ليلوش دول دوخر أديح. Слава о чеченской моде привлекла к нам и известного дизайнера Алену Ахмадуллину. Знаменитая в мире моды, достаточно перевидавшая на своем веку цветов и моделей одежды, она, по ее собственному признанию, была просто очарована нашими модными тенденциями. У нее даже возникла новая дизайнерская идея – совместить горский колорит с современными решениями. Национальные особенности, связанные с религией, потому что в этой стране это первая позиция, которую будет рассматривать каждый дизайнер. И здесь будет учитываться не только крой и форма образования, но и цветовая гамма, которая имеет огромное значение. И мне будет очень интересно поднять эти традиции, изучить их, преломить через призму современности и сделать простую, современную очень одежду, удобную, качественную на каждый день, но вот с этими отголосками, очень легким прикосновением чеченского вкуса и чеченского понимания национальной одежды. На этих кадрах дизайнер под сводами центральной грузинской мечети не случайно, надо полагать. Пораженная деталями орнамента и росписи, Ахмадуллина, видимо, успела заприметить интересный фрагмент и перенести его уже на ткань и фактуру. Вашего главного писателя Чечни, который написал выдающиеся книги об истории, Абузар Айдамиров. И вот ту сотню страниц, которую я пробежала, она меня потрясла, потому что вы сейчас повторяете историю, которая была в позапрошлом веке. И я понимаю, что это очень гордый, очень волевой народ с абсолютно очень несгибаемым внутристержнем, в котором в крови течет совершенно определенная, очень качественная кровь. И это не народ, который подстраивается, у него уже есть своя внутренняя культура и понимание этого мира. И одежда – это лишь приложение, но это способ проявить себя, способ себя выразить. И очень важно то, что сейчас делает правительство Чечни, оно предоставляет своему народу возможность себя узнать через разными способами. Ну вот я отвечаю вот за сегмент одежды, например, за люксовый сегмент. Но если говорить в целом, то, конечно, нужно думать еще о создании какого-то национального, государственного, массового бренда. Это вот как Билл Гейтс. Одежда в каждом доме. Вот то, что доступно любому без исключения и которое является национальной гордостью и культовой одежды. В этом случае нужно открывать целую серию маленьких, очень простых магазинов. Нужно создавать бренд, нужно делать его национальным, нужно делать его близким сердцу чеченского народа. Не только мода, впрочем, но и все, что связано с чеченской самобытностью, стало приоритетным направлением деятельности руководства региона. Практической же реализацией сохранения чеченской культуры занимается Министерство по национальной политике. Пришло время бить во все колокола, а ведь еще недавно старый уклад жизни казался незыблемым.
Говорят, что достаточно поколения, полутора поколений, чтобы качественно изменить любой народ. Мы, как я вижу, не хотим все-таки становиться другими чеченцами, а мечтаем быть теми, кем были наши предки, я имею в виду в хорошем аспекте, в хорошем смысле этого слова. Поэтому огромное внимание, конечно же, уделяется языку, в школах преподается чеченский язык. Ну что ж, время покажет. Оно ведь, как известно, стирает города и цивилизации, но не властно над истинными ценностями. Особенно там, где ими умеют дорожить.